Когда у него шла кровь из раны, он удерживал ее, говоря: «Я боюсь, что если капля моей крови упадет на землю, Аллах подвергнет их наказанию». Таким образом, он держался за лицо, опасаясь, что если хоть одна капля крови упадет на землю, Аллах будет разгневан на них. Он старался не гневаться на людей, даже когда его лицо было разбито. И это самое благородное лицо. Для Аллаха не существует ничего более благородного. Несмотря на все это, вот так он говорил. В действительности, после окончания битвы и мучительных событий, свидетелем которых он стал, разорванные желудки, отрубленные носы и уши, удаление печени дяди Хамзы, когда люди пришли к нему и сказали: «Помолись Аллаху против них, о посланник Аллаха», он сказал: «Я не был послан ни как проклятие, ни как представитель зла, я был послан с чистой религией». Затем он поднял руки к небу и сказал: «О Аллах, наставь людей, ибо поистине они не ведают». Да благословит его Аллах и приветствует. Вместе с тем, в день битвы при Ухуде один человек пришел к нему, проклиная курайшитов, виновников происходящих событий. Пророк сказал: «Не проклинай курайшитов. Я только проклял их за то, что они сделали». Пророк сказал: «Вы встретите из их среды тех, кто будет делать то-то и то-то из благих деяний». Вершина в милосердии, сострадании, сдержанности и желание привести человечество к истине. Какая же это великая вещь следовать этому избраннику и использовать методы, на которые мы ссылаемся. Каждый сделанный им шаг нес в себе истину от Аллаха и милосердие для его рабов. И стремление снискания милосердия для них от Господа. Благословен он и возвышен. Каждый его шаг был наполнен смыслом. Его благородные ноги кровоточили от камней, брошенных в него в Таифе. Он был избит камнями до такой степени, что ему приходилось останавливаться, но они насильно поднимали его, и он продолжал свой путь. Избиение не прекращалось, и ему снова приходилось останавливаться. Так они поднимали его 3 раза, в то время как в него бросали камни, и он истекал кровью, пока он не дошел до дерева в саду и стал жаловаться своему Господу: «Я жалуюсь тебе на мою слабость и отсутствие возможностей». Он не сказал: «Я жалуюсь тебе на людей Таифа», не сказал: «Я жалуюсь тебе на жителей Мекки», и не сказал: «Я жалуюсь тебе на тех, кто обращается со мной грубо». «Я жалуюсь тебе на мою слабость, отсутствие возможностей и на мою слабость перед людьми. Ты Господь угнетенных, на кого ты меня оставишь?» Пока Джибриль не попросил разрешения обратиться к нему, сообщив, что Аллах послал к нему ангела гор, он подошел, поприветствовал пророка, алейхиссаляту вассалям, и сказал: «Аллах услышал неприятие тебя твоим народом и то, что они говорят. Прикажи мне, что желаешь. Если ты хочешь, я раздавлю их между этими 2 великими горами». Он ответил: «Нет, я хочу, чтобы Аллах сделал их потомков теми, кто примкнет к моей умме». Мы знаем, что человек может быть другом кого-то, и между ними бывает любовь. Он думает только о нем, он не думает о его детях. Если он думает о его детях, он думает о тех, которые есть. Но думать о чужих детях, которые еще не родились, это странное дело. Тем не менее, он думает о будущих детях, людей, которые не являются его друзьями. Более того, эти люди, которые проявили враждебность по отношению к нему и прогнали его камнями. Тем не менее, он думает об их потомках. Насколько велика эта милость и сострадание. Все его шаги, мир и благословение Аллаха были пользой для нас. У них милость к нам от Бога. Всегда желая блага для уммы, он не делал ни единого шага, не думая об умме, не молясь за умму. Не проходило и ночи, чтобы он не плакал за умму. Дошел до нас случай из жизни пророка, что в один прекрасный день он был доволен Айшей, дочерью Абу Бакра, и поэтому он помолился за нее. «О Аллах, прости Айшу, дочь Абу Бакра, все ее грехи, и прошлые, и будущие, и скрытые, и явные». Она была обрадована этой молитвой. Ее счастье было очевидным. Он спросил: «Ты счастлива?» Она сказала: «Как я могу не быть счастливой, когда ты молишься за меня таким образом?» Он сказал: «Клянусь Аллахом, это моя молитва для уммы каждую ночь». Его шаги, куда бы они ни были направлены, в мечеть, в свой дом, на рынок, места сбора людей, на сражения, они несли в себе милосердие, сострадание и благо для уммы. Какие великие шаги! Ни одна нога, ни человеческая, ни ангельская, не ступила выше лотоса крайнего предела, кроме этой благородной ноги. Как величественны эти ноги! Пусть Аллах сделает нас непоколебимыми на Его пути.